Всем добрый день, дядик Дойл Массера. Мы с мамой вышли на прогулку. Посмотрите, какая прекрасная погода. Пойдем сейчас к нашим родственникам. О, дети уже катаются на санках, а? Кататься на санках. Дикомбердер. Плохо, что вот этот пригорок убрали. А, рабу бакаруй, садуахта умяцунар. Миск шелоушу. Посмотрите, какая красота. Алхамдулилlah. А куда что дуахта? А маме цвать? Надо вечером ему тоже вкусняшек принести. Сарай, о, ходю сам сгущенку мою. Золотой ребенок. Очень хороший. Да, здесь хороший. У всех такое настроение. Белый снег, пушистый. Мама боялась. Небольшой мороз. Да, небольшой мороз. Мама боялась подскользнуться, но я ее вытащила. Я сама-то редко выхожу, а вчера ночью просто не выдержала. Вышла и поснимала РТС. Эти гугор аддикня бейршан хэхклуш хазмах етер. Садукси хамсают. Что себя вряд. У меня в одной руке пакет. Вообще-то я должна держать маму была. Все ходят потихоньку, полегоньку. Главное, чтобы не скользко было. Какая погода у вас в городе или в селе, или в деревне, где вы живете, друзья? Откуда вы нас смотрите? Пишите. Мама, да. Никогда не любила зиму, хотя у меня день рождения зимой. А вчера пошла к подружке, возвращалась. Ну такая красота. И вышла снова на прогулку. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Хажа, вот тут только участок недавно купили. Уже двухэтажный дом строят. Осих малуха. Истрылайла. Мама уже устала. Ну, можно было двоюродного брата попросить нас повезти. Но я именно хотела, чтобы она порадовалась снегу. Смотрите, как красиво. Буквально, по-моему, осенью, что ли, купили этот участок. Ну и модель, как сейчас модно. Вот тут гараж будет, наверное. Сколько лет этот участок стоял бесхозный. И дорого, говорят, купили. Но видите, уже двухэтажный дом скоро будет готов. Да, мукла. Дерево в снегу красиво. Это наша пятиэтажка. Сейчас здесь живет двоюродный брат, племяшки. Роза, бабушка, которую я навещаю иногда. Сейчас редко. В общем, по всей улице живут родственники, друзья, соседи. Все что живем как будто в селе. Раньше мне казалось, что... Единственное хорошее в этой жизни, что все свои. Рядом. Не знаю, маму вам слышно или нет. Иногда она что-то говорит. Где побольше снега гажла, а то скользко будет. Вот остановись тогда. Ох, направо, хахалас он уле. Голову наверх подними. Остановись. У него головокружение, как всегда. А сейчас от белого снега. Ничего, обратно на машине приедем. Не привезут военмашина нам. Зачем? Как хочешь. Хорошо, как скажешь. Я вообще с осени молила Бога, чтобы зима была теплой. Я очень боюсь гололеда, я боюсь, что замерзнут трубы,
Но самое главное, я боюсь, что животные замерзнут. Кошечки, собачки. Ну и за людей боялась всегда, что переломы будут, опасные ситуации, аварии. И в этом году зима была как весна. И напоследок Аллах вот такую красоту нам дал. Последняя неделя зимы. И вот такая прелесть. Альхамдулилlah. Махаздоин, да. Просто вы не представляете. Такое ощущение детской радости и счастья, когда белый снег. Для меня в детстве самый любимый праздник был Новый год и день рождения. А что люди стоят? Maar dit toch gewoon. Сон гушвацат. Weet je zo? Maar zo. Ongeveer. Hoe moet je wel eens zo zwart? Taat inks werken wat? Zo jongens wel niet. Депрессняк-камят. Депрессняк-камят. Weet je maar, je weet het. Hoe moet je wel zwart? Чё, Виктор? Soğuma diktir. Soğuma diktir. Асар, насильно вытащите. Şiva hudeşi so ihçeli derik hattı tasıyor. Ja, da hast du Buchalin schon so viel schon. Ma наиб мову. Nein, da haben wir die Как у него все? потихоньку движется. Машин арях еще. Саша, халявата, холдаться. Руки заняты. Все, подкарики. Встретили Шамиля, двоюродного брата. Здесь тоже живут родственники маминого брата, жены Дейца, Зейна и Дейца. Ва, как красиво, чем дальше иду, тем вообще я в восторге. Думала, ночью вчера было красиво, а днем вообще что-то с чем-то. Я маску забыла нацепить. Уже 2 года привыкла к маске. Мне кажется, в ней теплее. С карантина как привыкла. Сейчас никто не носит, я ношу. А сейчас забыла. Ну ничего страшного. Не замерзну. Это общежитие бывшее, сейчас квартиры там приватизированы. Это все частный сектор. Осихвала, чего, Шамиль? Я просто пакет взяла и не могу помочь. Только по краю, айвала не скользко. Вот и повезло мне. Я переживала, что маму не могу под руку взять, потому что пакет с одной стороны, с другой стороны снимаю. Но надеюсь, что вам понравится такой формат съемки. Наверное, выложу на 2-й канал Планета Чечня. Давно туда ничего не выкладывала. Вот здесь тоже живут родственники. Меня зовут Зайна и двоюродные сестренки. Очень хорошая семья. Посмотрите, как красиво сделали девчонки. Хадиш, Мадина, Фатима, Тома, Элина. Какие вы умнички. Как красиво. А мы с мамой все собирались раньше сделать. Ну, как их называются, вот такие оградки кованые. Так и не сделали. У людей мусорные баки стоят на улице. Надо нам тоже вытащить. Вот здесь тоже живут друзья Ирисхановы, врач, коллега.
Левушка. Здесь живет Бека, тоже практически родственник. Здесь моего Чичазураба участок. В общем, все тут живут, не знаю, испокон веков, после высылки, можно сказать. Одни и те же, и друг другу родственники. Мы дошли до Нейнваша моего. Я бы хотела еще чуть-чуть прогуляться. Ну, сейчас поздороваюсь, детишек обниму, поцелую и чуть-чуть до конца улицы прогуляюсь. О, хорошо, я сегодня память освободила. Вчера ночью, вернее. Раньше в детстве меня привозили сюда навестить бабушку Нейна. Как я радовалась. Она сидела на улице на деревянной скамеечке, и там рос большой-большой орех. А вот у этих соседей осталось дерево. По-моему, абрикосы. Пока не прощаюсь, чуть-чуть отключусь, а дальше поснимаю. Там тоже Нейнваш живет, там тоже родственники. В общем, все свои, как будто в селе. Митшен вайшел шукова, как Бека. Давай. Бека красиво сделал. Вернее, девчонки ухаживают. Друзья, продолжение следует. Мама с Нейнвашем и с Нейнваш пьют чай. Сейчас будут посиделки, а я быстренько выскочила, хотя бы доснимаю до конца улицы. Просто зимняя сказка, просто вам не передать словами. Кто скучает по РТСу, кто живет за границей, может быть сейчас, или где-нибудь в Москве, это все для вас. Это улица Монтажная. Там есть еще переулок, но это улица Монтажная. Наш любимый родной РТС. Вам алхамдулилла. Просто сказочная обстановка. На Новый год, по-моему, не было такой красоты, не помню. В общем, у нас тут этот поселок РТС, как будто село какое-то. 5 минут езды до центра города, если пешком, не знаю, минут 20, наверное. А так, все друг другу живут, родственники, знакомые, хорошие соседи. Хорошие же соседи, это тоже считаются родственниками. Я здесь, правда, в конце улицы тоже давно не была. Один раз на машине проезжала. Прям целый слой снега. Позавчера дорога была скользкая, а сейчас снег сыпет и сыпет. Просто прелесть. Снежок. Как будто новогодняя красота. Тут недалеко есть кладбище. Точно не знаю где, но недалеко. Я помню, в советское время мы жили в Аргуне, приезжали навещать бабушку каждую неделю. Мама приезжала. Но я не так часто, я дорогу не переносила. И вот, когда была Пасха, я помню, женщины русские шли с кладбища, угощали меня конфетками, пирожочками. И одну женщину помню, деточка, без разницы, как Бог называется. Главное, чтобы было добро. И я запомнила. И с удовольствием кушала и конфетки, и ее булочки, пирожочки. Кто-то едет. Я сегодня думала, может, в центр поехать. Надо было в аптеку за лекарствами и в Триколор. Но не решилась. Вдруг там скользко. Ой, тут прям сугробы.
на краю дороги тоже опасно идти. Думаю, лучше вытащу маму на прогулку. Посмотрите, это все новые участки и новые дома. В советское время их, по-моему, не было. А это старые дома РТС. Ну, дома-то новые после войны, почти все восстанавливали. Тут же рядом аэропорт был. Много постов было российских. В общем, все разбомбили практически. Лучше о плохом не вспоминать. На Монтажной жила одна девушка. Вот как Аленушка была, голубоглазая, светловолосая, с длинной косой русой. Вот правда, как Аленушка из сказки. И единственная дочка была у своих родителей. 3 или 4 брата у нее было. И представьте, в первую бомбежку в нее попал осколок, она умерла. А потом говорили, что ее мать с ума сошла и через сколько-то лет тоже умерла. Вот так потерять единственную дочку, любимицу, красавицу. И такие случаи бывали. Надо найти теплую маску. Мне как-то дарили из ткани маску. Но я не помню, куда я ее положила. Вообще эти места для меня практически незнакомые. Кто жил на РТСе, может, кто ходил в 15-ю школу или в 14-ю, может, узнает знакомые места. Тогда же очень много было русских, армян, евреев, разной национальности жили. Сейчас кажется, что это 15-я школа далеко от РТС, а тогда все пешком ходили. Одну неделю даже я ходила с двоюродным братом в один класс, когда мама с бабушкой лежала в больнице. Ну я же отличница была, великая коммунистка. Чтобы не пропускать эту неделю, с нашим Зауром ходила в его класс. И тут таких отличников, коммунистов среди девчонок с РТС не было. И я, так сказать, выделялась. Ну, недельку, и потом снова поехала в Аргун, в свою любимую среднюю школу номер 2. Кстати, привет всем, кто смотрит меня с Аргуна. Если вдруг мои одноклассники или одноклассницы смотрят, хотя давно ни с кем не виделась, потерялась, так сказать, ни на какие встречи не ездила. Ой, какая прелесть. Это что за птички? Мерзнут тоже, бедненькие, наверное. В общем, привет всем маминым ученикам, уже взрослым. Ну, где-то через дорогу в ту сторону кладбища как-нибудь весной или летом приеду и поснимаю для вас. Хотя мне страшно, но все-таки я смотрю один канал, по-моему, Грозные Гроздинцы, и Медиева, что ли, зовут. Он прям восстанавливает христианские кладбища, помогает людям отыскать умерших родственников. В общем, делает очень доброе дело. Да, это был. В общем, друзья, пошла я обратно. Давно так не гуляла. Просто всю жизнь думала, что не люблю зиму. Представьте. А вчера вышла такая благодать. Прямо релакс. Ну, хорошо, что нигде не упала. Там где-то скользко было, где-то ямки, где-то бугорочки. Вот, может быть, в ту сторону кладбища. Не знаю. Потом спрошу.
когда будет настроение прогуляться, я вам еще приду, вернее, поснимаю РТС. Эта сторона для меня незнакомая. Ну вот справа старый РТС, а слева уже все новостройки. Сейчас же в городе каждый участок земли используют. В центре везде высотки. В заводском районе дубайские дома строят. В общем, развивается наш город полным ходом. Единственное, очень мечтаю, чтобы не трогали наш РТС. У нас тут всего 3 пятиэтажки. В одной мы жили раньше, до войны. А сейчас у нас частный дом. Вот моей маме здесь спокойно. Лет 15 назад, когда очень хотела переехать в Кисловодск, Железноводск, в Минводы. Ну, естественно, я хотела не одна, а с родителями. Мама ни в какую слышать не захотела даже. Тут мой брат, тут моя родня, я никуда не поеду. Ты поезжай куда хочешь. Но она-то прекрасно знает, что я никуда без них бы не поехала. Ой. Сейчас отца нету. Мама тоже вся больная. И сейчас и молодые все болеют люди. И детей много больных после этих ковидов, после вирусов. Как я далеко прошла, оказывается, и не заметила, пока с вами общалась. Друзья, буду рада вашей подписке. Ставьте лайки, пишите комментарии, не ленитесь, мне будет очень приятно. В каких городах вы живете, какие города вы любите. Может, кто-то в деревушке живет. Я раньше хотела жить на берегу речки или на берегу моря. Мечтала. Но я все время хочу жить в тихом, спокойном месте. Теперь вспомнить бы, где мне сворачивать. Ну, наверное, увижу пятиэтажку и сверну. Сейчас по снегу идти не по дороге, боюсь даже. Так. По-моему, тут рискнем. Сейчас бы еще Деда Мороза встретить со Снегурочкой. И чтобы они подарочки подарили. Вот бы было прикольно. Детство. У меня уже стеганка вся в снегу, шарф весь в снегу. И такие крупные снежинки, прикольные вообще. Прелесть. Вчера минут 20 прогулялась. Ну, кто смотрел на канале «Всему свое время», увидел, наверное, около мечети прошлась, около Фомса. Да, я правильно свернула, друзья. Вот в этот двор в детстве мы приходили в гости. Сейчас проеду, скажу. Здесь жила одна добрая бабушка Паллада, а мы к ее внукам приходили в гости. Газаренки. Ну, много их было, девчонок хороших. В советское время так все было дружно. После переселения, после того, как приехали с высылки, как тут поселились люди. Вот просто все друг другу родственники были практически. И вот так несколько бабушек собиралось во дворе. Мне до сих пор жалко, что ореховое дерево срубили. Под ним сидела моя бабушка. Мне казалось, что она всегда ждет меня, других внуков. Очень добрая была бабушка Эйза, моя Нейнан. Так, там еще не построено, а то здание я не знаю, что такое.
Может, частное двухэтажное здание. Ой, ворота красивые, да? Вот я уже дошла. Здесь живет мой Нейнваш Апика. Асланбек очень хороший человек. Доброй души, золотой человек. Кстати, его сын живет в Питере. Мой двоюродный брат. Нет, я дом перепутала, по-моему. Да, не дошла еще. В общем, вся улица родня. Элхамдулилlah, чему я очень-очень рада. Среди своих всегда хорошо. Поддержка. Хотя мы с мамой редко к кому-то обращаемся за помощью, стараемся справиться сами. Но если что, всегда Зелим, Заур, когда дома Зураб, все придут на помощь. Как раз около пятиэтажки, когда шли, я вам начала говорить, что сейчас здесь живет двоюродный брат. И он как раз навстречу вышел. Вот красота. Говорят, приходили с администрации, хотели убрать, а потом оставили. Зачем такую красоту убирать? Сколько труда вложено. Ухаживают девчонки. Лейла. Очень хорошо. Лида Бекина, сестра. В общем, тут тоже родственники двоюродного брата. Друзья тоже практически двоюродные братья. А в пятиэтажке раньше жила моя любимая тетя, старшая Дейш. Но ее, к сожалению, уже нету. Она не перенесла ковид. Что в телефоне ищешь? Снимаю красивую улицу. Отворачиваю. Вроде не засну. А вообще без одежды. Моя. Вроде да. Ой, ты в снегу, Я чего? Как лолей. Ужас, нормально. Мы к Аюбу пришли. Я говорю, на прогулку. Вы иди, ты Да, заболеешь. погоду прогулки. Арвал, мы до 12 на улице были. Стёганку чего не одела? Просто я его все. А. Все, Давай, давай. давай. Чаёга, Ага, не. Точно? Чего ist армалял? Давай. Двоюродную сестренку встретила, кого-то провожала в летнем домашнем платье. Не то что халат не нацепила, ни стеганку, ничего. Как так можно? Я, правда, также во дворе бегаю. Ну, потом, конечно, то хронический гайморит, то что-то еще. Сегодня мама кричала, почему я без укольчиков вышла. Я говорю, да я на 5 минут под навес заскочила, за кошечками посмотрела, узнала, как там дела. Она меня ругала. Друзья, в общем, это была небольшая прогулка по РТСу. Любимая и родная улица Монтажная. Я надеюсь, что вам понравилось. Не знаю, будет что-то слышно или нет. Но даже если не будет слышно, очень красивый вид. Снежная красота, новогодняя сказка. Посмотрите, волшебная зима. Сейчас буду пить горячий чай. Мне ваш подарок очень понравился. И кофе, и сигареты, все к месту. Я говорю, ты такие сигареты вроде не куришь, говорю. Но у нас на «вы» нету на чеченском обращения. Не подумайте, что неуважение. Нет, уж у меня очень добрый, золотой человек. Доброй души человек, Аюб. Он говорит, не пропадет, найдется кому покурить. Хотя курить вредно, но старая гвардия курит у нас. На собаканах, да, алдукбах, велбисна швезандео. Üssахэлч, ваишац, бяртк дадул. Да, баганчан.
В общем, не хотела на грустной ноте заканчивать. Все будет хорошо. Пусть будет мир во всем мире. Пусть никогда не будет войны. Пусть все войны закончатся и в Палестине, и на Украине, и в Сирии, и везде, где они есть. Пусть люди живут мирно и счастливо. Главное для меня, чтобы не страдали дети на этой планете. Потому что наши дети много чего увидели плохого, и мы увидели. Пусть это никогда не повторится. Массе Дебертки Дохл. Всем хорошего дня, отличного настроения. Посмотрите ролик, поддержите мой канал. Монетизации, кстати, нету. Если кто-то хочет поддержать финансово, оставлю номер карты. Но главное лайки и комментарии. Всем пока-пока. Адикео Массира.